Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, с вами, как всегда, ваша Ольга. Давайте сегодня сделаем гадание на новую любовь, на новые отношения. Какая любовь у вас на пороге? Если тема интересна, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Так и спросите, какая любовь у меня на пороге. Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы поводят вами руками, пусть откроют вам то, что скрыто, и то, о чем мы желаем узнать. Ой, слушайте, давно такого не было. Девчоночки, вот у кого-то отыграется прям 100%, что новая любовь принесет вам новую жизнь. Вот посмотрите, видите вот этот рисуночек? Видите, это матка, а в ней новая жизнь. Ребеночек идет. Беременность может наступить от новой любви, от новых отношений. Здесь сразу скажу, идут отношения неспокойные, отношения с какими-то осложнениями, с какими-то барьерами, с какими-то сложностями. Но в целом здесь ключ вышел. Вы видите ключик? Ну, кто смотрит мои гадания, кто со мной давно, да, редко к нам выходит ключик, и уж тем более вот так явно показана беременность. Крайне редко. В вашем случае, вот вы зашли не случайно, вы должны узнать, получить эту информацию. Значит, ключик к новой жизни у вас. Он идет в венце. Это действительно судьбоносные будут отношения, судьбоносная любовь. Ребеночек — это про беременность 100%. Но если вы дама уже не планирующая, либо по, например, состоянию здоровья понимаете, что нет, это не про вас, то здесь этот ребеночек — это как новая жизнь. Перерождение и вход в новую жизнь. Смотрите, мои хорошие, здесь любовь идет абсолютно разных людей. Абсолютно разных. Люди внешне очень не похожие. То есть по внешним признакам. То есть вы, может быть, там светленькая, он темненький, либо наоборот, вы темненькая, он светленький. Телосложение у вас разные, образ жизни у вас разный, отношение к жизни у вас разное. Но любовь ваша, вот она в чаше, идет обоюдно взаимная. То есть вот в чем вы должны 100% быть уверены, все, что вы испытываете к этому человеку, начиная от самых лучших светлых эмоций, заканчивая страхами и сомнениями, то же самое будет испытывать этот мужчина. Ну, если смотрят меня мужчины, то женщина будет испытывать к вам. То есть здесь вы будете друг друга зеркалить. И поведение у вас также будет друг друга зеркалить. Вот. Чтобы вам не столкнуться с большими проблемами, а я вижу, у вас как-то страхов очень много будет по поводу этих отношений, по поводу будущего. Здесь очень важно сначала спрашивать себя, а как бы я отреагировала, а как бы я поступила. И потом уже адекватно оценивать поступки, либо слова вашего мужчины, вашего партнера. Смотрите, что я вижу. Здесь возможна ситуация треугольника, возможно даже четырехугольника. А возможно так, что кто-то либо с вашей стороны, либо со стороны мужчины будет против, категорически против ваших отношений. Вот у меня прям вот фонит, да, что может быть вы разных культур, может быть разных вероисповеданий. Вот это может очень сильно отыграться вот именно помехами. Но настоящей любви, настоящим чувствам это не помеха. Да, это усложнение, но это не помеха. Если вы от этого человека сами откажетесь, ну, эта любовь, она затухнет. Но если вы не побоитесь и прежде всего вот отбросите свои страхи и сомнения, то эта любовь приведет вас к счастью, к какой-то невероятной перемене в жизни. Может быть, вы уедете, переедете, действительно окажетесь в чужой земле, в чужой культуре, но это будет начало вашей новой жизни.
Вам придется что-то поменять кардинально ради этого человека, ради того, чтобы быть с ним вместе. Вот от мужчины я такой жертвы не вижу, что он там кардинально что-то будет менять. А вот вы будете. Вы сделаете, принесете эту жертву, жертву любви. Он это будет понимать и адекватно это оценивать. За это, девочки, он будет вас носить на руках, считать вас царицей своего сердца и вам поклоняться. Но путь вот этот для вас будет крайне сложным. Особенно вот для девочек, которые у меня там постарше, да, которые уже какую-то часть прожили, да, жизни и опыта набрались. Вам особенно это будет страшно. Здесь, кстати, может отыграться, что мужчина либо помоложе, чем вы, либо молод душой. Понимаете, вот к каким-то вещам относится, ну, несерьезно, либо как-то по-детски, да, вот такое может быть. Мне не нравится вот эта часть. Здесь люди очень такие мощные у него за спиной находятся. Мощные, прям такие. Ну вот если, да, разобраться, да, вот это вы у меня, вот это он у меня. С его стороны люди отвернулись с такими широкими большими спинами, а с вашей стороны наоборот. К вам люди тянутся, то есть вас поддерживают, ваша семья вас поддержит, ваши близкие, ваши знакомые, там, приятели, друзья, с кем вы общаетесь. А вот его такие скажут: нет, вот что-то мне не нравится, зачем нам это, нам не подходит. То есть будет сопротивление с его стороны. Может быть, у него семья была, либо есть. Вот как-то они не принимают. До какого-то момента не принимают. И являются вот прям камнем преткновения. Я вижу, что вот в принципе, да, по силе эмоций вы сильнее, чем этот мужчина. Вот какая вы сильная, мощная, вы его к себе перетягиваете. Да? Вы ему говорите: ну что ты там делаешь, там темно и страшно, иди ко мне, здесь тепло, здесь любовь, здесь счастье. Вот так, девчонки, отыграется. У кого-то отыграется, что вы этого мужчину, ну, просто вот из грязи какой-то вытащите, помоете, почистите и вверх подтолкнете. Понимаете, вы для него идете очень прям таким перстом судьбы. Да? Человек, который поменяет его жизнь, то есть улучшит ее. Может быть, действительно вы его там вдохновите, он начнет чего-то добиваться, как-то расти, развиваться. То есть вот это может отыграться. Но что вы получаете от этого мужчины? Вы получаете преданность бесконечную, безграничную. То есть человек вот прям все как на духу будет и вам и рассказывать, и с вами советоваться, и жить вот по вашему как указанию. Может, это прозвучит странно, но да, так бывает. То есть мужчина в вас будет растворяться. Но путь вот к этому моменту, он непростой. Ваша любовь начнется как-то с какого-то, знаете, несерьезного разговора, либо какого-то несерьезного знакомства. Здесь, кстати, вот на эту тему очень хорошо отыграется знакомство в интернете. Да, в интернете, причем вот как с иностранцами, может быть. Это не значит, что я вам говорю: идите в интернет, знакомьтесь с иностранцами. Нет, вот само знакомство какое-то в шутливой форме происходит, да, несерьезно. Ну, случайно, да, там познакомились, пару слов там перекинули друг другу и друг друга зацепили. Причем зацепили очень сильно. Здесь и женщина сразу что-то почувствует к мужчине, и мужчина к женщине почувствует. Понимаете, вот так идет у вас. Вы начнете общаться, вроде как дружите, общаетесь. Может быть, вы вообще начнете общаться на какую-то, там, не знаю, деловую сферу, да, деловую сферу будете обсуждать, деловые какие-то разговоры. Может быть, это связано с обучением, с каким-то интересом, да. А все перерастет именно в то, что вы как в зависимость друг от друга попадаете. Вот вы друг без друга не можете. Вот тянет и все, и ничего сделать с этим не могу. И долго-долго вы будете идти к моменту вот этой как признания, да, этой взаимной любви. Вы будете смущаться, переживать, он будет смущаться, переживать. Пока вот женщина не примет решение и скажет: нет, я все-таки люблю, я хочу, и мы будем вместе. И тогда уже мужчинка такой на радостях и с предложением придет, и со всеми делами. У кого-то вот эти все общения, встречания займут где-то месяцев 7-8 даже. Просто вот переписка, либо какие-то встречи такие легкие, да, ни к чему не обязывающие. Но потом
второй этап ваших отношений — это вот подготовка. Подготовка к тому, чтобы там вступить в брак, либо там съехаться как-то, да, организоваться. Вот здесь проблемы уже будут у женщины. Женщина уже будет долго думать, может быть, какие-то проблемы с документами, с какими-то ее обязанностями, с работой, да? Потому что от женщины потребуется именно вот эта жертва. Жертва что-то оставить. Либо принять, да? Принять то, что ее не принимают в семье. Сказать: да ладно, ой, стерпится, слюбится, никуда вы не денетесь. Если сына, там, например, любите, вы и меня полюбите. Знаете, есть такое выражение: если не хочешь потерять сына, не ругайся с его избранницей. Так что, девочки, тут непростая ситуация. Любовь здесь идет судьбоносная. А любовь, от которой может быть новая либо жизнь, либо, в принципе, да, новая как судьба у вас идет. Но здесь, конечно, попереживаете, и расстраиваться будете, и слезы тут тоже будут. Все будет. Яркость идет от этой любви. Яркость и какая-то прям, надрыв и жертвенность. Вот как будто бы женщина должна прям проработать эту любовь, себя проработать, чтобы эту любовь получить. Мужчине легко достается. Что он там, да, он как между вами, да, и своими родителями. И там люди постараются палку не перегнуть, и вы стараетесь, да, более-менее лояльно относиться. Ему-то особо напрягаться не надо, а вот женщина будет напрягаться. А потом вы как будто бы местами поменяетесь, да? Потом он уже вас будет на руках носить все время. Значит, любовь идет серьезная. Мои хорошие, у вас с этим человеком либо уже произошло знакомство, такое легкое, да, ни к чему не обязывающее, либо вы буквально вот следующий месяц, конец следующего месяца вы с этим человеком познакомитесь. Спонтанно, вот идет спонтанное какое-то знакомство. Вы еще будете думать: о, как это может быть серьезно, если мы так вот в шутку как бы, да, познакомились с ним. А это как раз и окажется вашей судьбой. Трамплином, либо мостиком в новую жизнь для вас. Для вас, кстати, еще для двоих. Это может быть ваши дети, может быть там ваши родители. Вы свою как бы судьбу можете поменять и жизнь. И поменять жизнь еще двоим вашим близким людям. Благодаря вам, вернее, жизнь у них поменяется. Причем поменяется в лучшую сторону. Значит, девочки, я вижу, что нелегко. Нелегко, но обоюдно и очень ярко. Очень ярко. Любовь идет настоящая. Поэтому, мои хорошие, вам сил, удачи и терпения. И, конечно же, сами решайте для себя, хотите либо нет. Но вы должны понимать, что эта любовь, она все-таки будет непростой. То есть потребуется усилия с вашей стороны. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.